Удмурты – поющий народ. Это звание доказывает Светлана Ручкина или Лади Светы. Сегодня мы проведем один день с артисткой. День начинается со спорта. Это такой привычный ритуал. Давно ли вы пришли к занятию спорта? Может быть, в детстве вообще занимались каким-то видом? Ну, вообще, я ходила в музыкальную школу по классу фортепиано и по классу хореографии. И на хореографии мы, получается, 4 дня в неделю стояли у станков, и вот это вот все. В общем, это было такое очень хорошее подспорье для такой привычки. Тело все равно просит движения. Я бегала, когда училась в Финляндии, вообще активно бегала, потому что там просто ты выходишь на улицу, и все бегут, и ты такой: мне тоже надо. Да, я не бегаю. Да, я тоже хочу. Лади Свети – это мой такой сольный проект. Да? До этого у меня я работала и артисткой в составе Шулдерджита, и там была у нас группа Малпан девичья, такое трио. Потом параллельно у меня была рок-группа Silent Wugur. Вот. А в какой-то момент, в общем, группа осталась, а я ушла уже из Шулдерджита. И, соответственно, у меня всегда было такое, параллельно был у меня и поп-музыка, да, и рок-музыка. Ну, то есть как рождается песня? Как будто бы все-таки был долгий какой-то путь, какие-то были мысли сначала, потом уже слова, музыка. Ну, как правило, да, как правило, сначала бывают мысли, какие-то ощущения, но бывает, что я просто вот встречаю какое-то вот словосочетание, и мне кажется: о, это будет забавно. Но это, как правило, какие-то забавные песни бывают. Ну, типа «Джечл Гудбай». Для меня она забавная. Но вообще очень мне хотелось «Джечл Гудбай» рассказать историю о том, что каждый может в любой момент, там, не знаю, сказать на работе «Джечл Гудбай», своему партнеру «Джечл Гудбай», какой-то непонятной ситуации. То есть ее отпустить и так, типа, ну все. Песни — это такая вещь, ну и даже стихотворение или, там, не знаю, любое высказывание творческое, там, даже кино, это всегда сам зритель, сам слушатель решает, о чем это для него. Как вообще пришла в музыку? Это же все-таки с детства все пошло, музыкальная школа. А может быть, у тебя это все привито еще, можно сказать, с молоком матери? Может, мама пела, бабушка? Ой, ну, конечно же, и мама пела, и бабушка, и мама до сих пор ходит в коллектив женский в клубе, они поют. Вот, но в любом случае огромную роль сыграла музыкальная школа. Мы с огромной радостью шли на все занятия, кроме сольфеджио, фортепиано, вот, и музыкальной литературы. Вот. А так, конечно, вот мы делали какие-то спектакли, участвовали, даже это были не спектакли, а такие мюзиклы, да, участвовали в конкурсах. И это был такой постоянный драйв, постоянно мы куда-то к чему-то стремились. И это было, конечно, ну, вообще, мне кажется, у нас очень классное детство было от того, что мы были востребованы, вот, каждый ребенок чем-то занимался. А удмуртская песня, она когда появилась в твоей жизни? Тоже тогда в музыкальной школе? Да, в музыкальной школе, ну, мы же участвовали в конкурсах, там приходили положения, и, соответственно, вот пришло положение «Джужайщики Желиоз». На тот момент я, ну, дай бог, понимала, я не знаю, ну, тот там нянь, вай. Ну, то есть я не владела удмуртским так, чтобы разговаривать. Я понимала бытовой такой язык, что родители между собой разговаривали, и все. И здесь, в общем, мне говорят, что надо выучить песню. Я читаю слова, я ничего не понимаю. Вообще, это просто разогрев небольшой и снять зажимы все с тела. Часто бывает такое, ты знаешь слова,
а потом в какой-то момент ты просто задумываешься о том, что а какие были слова, и ты ничего не помнишь. А на сцене такое бывает? Бывает, поэтому лучше вообще не вспоминать, ну как бы не думать, а что сейчас петь. То есть бывает, что ты поешь такой, и потом, а какие дальше слова? И все, и у тебя просто белый лист. А вообще образы очень сложно продумывать. Как придумываешь образ на сцену? Ох, образы. Вообще, это, конечно, ну, такое дело, да. Я всегда стараюсь, ну, что-то интересненькое придумать. Вот. И как бы, чтобы образ был запоминающийся, чтобы он отличался от всех артистов, чтобы это было вот что-то такое, что типа, о, вот да, вот «Лади, свети», вот в этом вот точно. Вот это про «Лади, свети». У меня всегда была мечта, чтобы мои дети говорили на удмуртском языке, потому что это на самом деле не так много вложений в это нужно, а просто говорить. Вот, хотя, на самом деле, вот нужно себя постоянно контролировать, постоянно помнить, что так, сейчас мы только на удмуртском говорим. И вот с Елисеем я еще успевала как-то, вернее, наверное, он был первым, и мне легче это все давалось. Я с ним говорила только на удмуртском. Да, Елисей? Любим играть, да, во всякие настольные игры все вместе. Но мне иногда она мешает. Ну, ходит, такая вот ходит по карточкам, прыгает, шумит. Я там с мамой весела, пою, учу песенку. Хорошо, когда я мама больше. Вообще, я бы им пожелала, чтобы они всегда верили в себя. И разговаривали на удмуртском, конечно же. И разговаривали на удмуртском, конечно же. Если Елисей так добавляет, пусть будет так. И чтобы они помнили, кто они. И никогда, всегда выбирали лучшее и никогда не изменяли себе. Ну, как ты обычно себя настраиваешь перед выходом на сцену? Ну, вообще для меня не важно, какой концерт. Я всегда стараюсь вот подготовиться на все 100 и выступить на все 100, скажем так. Как бы моя задача, чтобы я вышла и зритель получил удовольствие. Каждый раз ты выходишь и типа, а получится у тебя сегодня или нет? Такая проверка, скажем, очень интересно. Мне это нравится, что каждый раз это как-то непредсказуемо. Наш монок, наш монок,